Добрый дзень, паважаныя мае гледачы, з вами вячэрняя Астра, і гэта працягванне праходжання новых беларускай мове гульні The Stanley Parable, або, як яе інакш яшчэ называюць, аповесць пра Стэнлі. І ў дадзеным відэа я хацеў бы вам паказаць некаторыя нетыпічныя моманты з гэтай гульні. Першым нетыпічным момантам з гэтай гульні я бы хацеў вам паказаць момант з дыскатэкаю або з дыскатэчнаю залай. Як яе атрымаць, глядзіце. На улице было ветрено, и, возможно, шел легкий дождик. Стэнли подумал, что настанет тот день, когда он окажется на улице. Ідзем далей по галоўнаму сюжэту гульні. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Далей. В переговорной тоже никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде, что там он сможет прояснить ситуацию. Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх, к кабинету директора. Зайдя в кабинет директора, Стэнли опять удивился, не обнаружив там ни одной живой души. Кто мог это подстроить? Спрашивал себя Стэнли в полной растерянности. Какие темные силы стоят за всем этим? Конечно, он никак не мог знать о том, что завесу тайны способна приподнять цифровая панель, расположенная за креслом начальника, и что эта цифровая панель активируется с помощью пароля 2845. Об этом Стэнли даже и не догадывался. Как это неудивительно, но хаотично нажимая все кнопки подряд, Стэнли совершенно случайно ввел правильный код. Невероятное везение. Он шагнул в открывшийся проход в стене. Так, ідзем далей. Зараз мы пойдем у цех по контролю над розумом, і вось там мы і зможам атрымаць гэты нетыпічны момант. Убачыць яго. Спускаясь куда-то вглубь здания, Стэнли обратил внимание, что он испытывает какое-то странное чувство. Его переполняли эмоции, как будто мысли его стали смелее и свободнее. Он неожиданно подумал о смысле своей работы. Но почему только сейчас, впервые за столько лет? Этому вопросу еще долго суждено быть безответным. Так, мы ўжо зусім непадалёк. Тут нічога нет цікавага. Стэнли зашагал прямо к большой двери под надписью «Цех управления сознанием». Цех по контролю над розумом. Вот что нам зараз патрэбна. Вось тут мы якраз таки і атрымаем гэтую пасхалку, мабыць. Гэта ўсё ж таки пасхалка, такая секретик. Ярко вспыхнувший свет залил огромный зал с телевизионными экранами. Что за страшная тайна хранилась в этом месте, думал Стэнли. Хватит ли у него сил, чтобы выяснить это? Нават і не ведаю. По-моему, ўжо хапіла. Но вот включились экраны, и их предназначение стало понятным.
Мониторы имели номера работников здания, коллег и Стэнли. Жизни стольких людей, включая Стэнли, были впечатаны в эти бездушные экраны и находились под вечным присмотром в этом ужасном зале, где не существовало и слова «свобода». Так, цяпер выклікаем ліфт, і самае галоўнае, гэта не сядаем у яго. Цех управления сознанием. Это было слишком чудовищно, чтобы можно было поверить в это. Значит, Стэнли все время был под чьим-то контролем. Может, поэтому он и был так счастлив на своей сверхскучной работе, потому что ему просто внушили это, исказив его подлинные эмоции. Чакаем трошачкі, пакуль гэтыя дзверы не адчыняцца. Трэба чакаць ад 30 до 60 секунд. Ну, а может быть, нават і раней. Цяпер ідзем сюды. Тут мы нічога не націскнем, але ідзем яшчэ далей. І вось тут мы зараз націскаем, і у нас будзе дыскатэка. Наступным нетипічным момантам гэтай гульні з'яўляецца нетипічны момант з фіналам на белай дошцы. Для таго, каб яго атрымаць, трэба проста вельмі часта або даволі часта перазапускаць гэтую гульню, і ў выніку, калі вы убачыце вось тут па-за вашымі дзверамі сіні офіс, гэта з'яўляецца першым сведчыкам таго, што Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Гэта адчыніўся фінал з белаю дошкаю. І вось цяпер, калі вы выйшлі са свайго пакоя, вы можаце або ісці по звычайнаму сюжэту, калі пройдзеце вось сюды,
дзе будуць дзве дзвяры налево і направо, або можаце зайсці ў пакой 426 і атрымаць фінал на белай дошцы. Або фінал з белаю дошкаю. Мабыць, лепш казаць фінал з белаю дошкай. Або фінал на белай дошцы. Вітаем у фінал на белай дошцы. У кансолі можна націснуць Back і казаць і Стэнлі ў такім выпадзе будзе заўсёды лаяць, як сабака. Размаўляць, як сабака. Наступным нетыпічным момантам у гэтай гульні з'яўляецца момант, дзе мы можам адмануць сістэму, не паехаўшы на карга-ліфце. Зараз я вам пакажу, як зрабіць гэты момант. Переговорная, да, все, наверное, там. Стэнли нужно было только дойти до переговорной и раз и навсегда прекратить это его одиночество. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Ах, какая изумительная комната! Как же безумно она хороша, эта комната. К счастью, Стэнли сделал небольшой крюк по дороге в переговорную. Отказать себе в удовольствии и не полюбоваться восхитительной комнатой отдыха было бы и непростительным безумством. Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора. Стэнли был настолько непоследователен и непредсказуем, что было решительно непонятно, как его терпели на работе столько лет. Вось цяпер, калі мы знаходзімся каля гэтага ліфта, мы можам зрабіць вось што. Хутка на яго забегнуць і пасля чаго выбегнуць назад. Вось так. Так. У нас тут трусишка-зайка серенький. Прости, что разбиваю твои надежды, Стэнли, но лифт-то больше не вернется. Так что ты или обустраивайся с комфортом на этой стороне, или попробуй спрыгнуть вниз. Ну сам посмотри. Ну посмотри, не так уже и высоко. Держу пари, ты сможешь выжить. Я тебе не доверяю. Ну давай уже. Ты точно должен выжить. Тебе страшно? Ну. Ты или это, Стэнли храбрец? Давай. Ну і або мы можам тут застацца на ўсё жыццё, так сказаць, або можам спрыгнуць. Паспрабаваць спрыгнуць. Ой-ой-ой, я все-таки ошибся. Ну и растяпа же я.